Лекарствами жителей сельских населенных пунктов. Титаринцы просят построить новую котельную. Военно-полевые сборы первокурсников колледжа цифровых технологий «Айтын». Соляная комната в поселке Махсагалохе. Турнир по масс-рестлингу в Качекацах и эко-волонтеры в Устье-Ботаме. Смотрите в этом репортаже главные новости из Хангаласского улуса. Лекарства в шаговой доступности. В селах Хангаласского улуса открываются аптечные пункты. Теперь сельчанам нет нужды ездить за лекарствами в райцентр. Все необходимые препараты они могут приобрести в аптеках, оборудованных в подразделениях Хангаласской центральной районной больницы. Например, в фельдшерско-акушерском пункте или врачебной амбулатории. Аптеки уже работают в селах Кердем, Улаханан, Исит, Синск, Кытылджура, Титары и Улахан. И в скором времени появятся в селах Верхний Бестях и Техтюр. Чтобы открыть эти аптечные пункты, Хангаласская ЦРБ получила лицензию на фармацевтическую деятельность и обучила специалистов, которые имеют соответствующий сертификат. Да, у нас с апреля месяца открыли аптечный пункт. В основном у нас противовирусные на первом ряде продаются. В день максимум 5 человек приходят и покупают. Завоз произвели в апреле месяце, когда открывали. Сейчас уже 50% продали лекарства, и на следующем месяце сделаем еще один привоз. Жители отдаленного села Титары нуждаются в строительстве новой котельной, которая обеспечила бы теплом 100% населения. Имеющаяся старая аварийная котельная не имеет для этого необходимой мощности, поэтому половина жителей села до сих пор отапливает свои дома по старинке – дровами. В самом селе насчитывается около 200 домовладений, из них центральным отоплением охвачено меньше половины. В часть домов тепло поступает от небольших котельных Хангаласского газстроя, и 26 домов отапливается котельной ГУП ЖКХ. Данный теплоисточник был построен в 2009 году, его мощность 1,8 мегаватт. Наша старая котельная уже не тянет дальше. 400 метров в прошлом году проложили, 9 домов подключили и все. Это максимальный ресурс. Ага. Вопрос строительства новой, более мощной котельной ставился сельчанами из года в год на каждом отчете главы района и правительства. Помимо того, что жилые дома не подключены к центральному отоплению, но еще и часть социальных объектов сидят без тепла. Например, Ямщицкий дом-музей, который не отапливается печью из соображений безопасности. Зимой здание в буквальном смысле замораживается. У нас нету отопления, у нас печка не топится, у нас просто как голландка. Зимой здесь холодно, мы приходим, когда приезжают в музей, мы приходим в холод, показываем музей весь. Неудобно, да. А отопление будет у нас и зимой, и летом будет работать. В прошлом году дело, казалось бы, сдвинулось с мертвой точки. Были выделены средства из бюджета республики на подготовку проектно-сметной документации объекта. Местное население на радостях начало расчищать территорию под будущую котельную. Были проведены народные субботники, а депутаты Наслега инициировали приобретение отопительных труб через программу поддержки местных инициатив. 6 миллионов 500 тысяч раскупили трубы. Первый завоз уже лежит. Вчера только выходные привезли уже. 3 километра до конца деревни должны проложить. И главное, именно отопление подключат эти новые трубы, если построят только новую котельную. Согласно проектно-сметной документации, ориентировочная стоимость строительства новой котельной – 130 миллионов рублей. Такой суммы у ГУП ЖКХ, и тем более у Титаринского Наслега, нет. По информации ГУП ЖКХ, после того, как проектно-сметная документация получит положительное заключение экспертизы, предприятие намерено направить заявку на вхождение объекта котельная КТМ села Титары в инвестпрограмму республики на 2025-2027 годы. Жители села выражают надежду на скорейшее решение их проблемы и надеются на поддержку со стороны властей. В городе Покровске на базе колледжа цифровых технологий «Айтын» состоялись военно-полевые сборы для студентов первого курса. Ежегодно они проходят на территории общежития в пригороде Покровска. Здесь на протяжении 5 дней молодые ребята живут и проходят различные испытания, которые должны закалить их дух и стойкость. Торжественное открытие сборов прошло в соответствии с военными традициями с общего построения. Чеканя шаг, знаменная группа пронесла флаги России и Якутии.
С приветственным словом выступил военком Хангаласского улуса Александр Репин. Уверен, что нынешнее поколение защитников Отечества с честью продолжит все славные традиции, обычаи, надежно обеспечит и защитит независимость и процветание нашей Родины. Программа сборов была более чем насыщенная и максимально приближенная к армейским будням. Наряды на караул, изучение воинского устава, полевая кухня и всевозможные виды боевой подготовки. Тактическая, огневая, строевая, физическая и так далее. Всего 8 дисциплин. На каждую отводится определенное количество часов. В последние годы к дисциплине военно-медицинская подготовка добавился новый раздел – тактическая медицина, которая предназначена для обучения студентов основам оказания медицинской помощи в условиях боевых действий и чрезвычайных ситуаций. Во время афганской войны, чеченской войны умерло очень много солдат, не оказывая себе помощи, первой помощи. А сейчас вот отдельно от медицинской помощи есть тактическая медицинская подготовка проходит. Потому что оказание именно для себя вот, после ранения. Например, входит у нас наложение жгута, турникета в основном, да, и оказание солдату, напарнику. В программе сборов также значились встречи с сотрудниками МЧС и медиками, а по окончании 5 дней каждому студенту была выставлена оценка в специальную ведомость. Соль всему голова. Соляную комнату, благотворно влияющую на организм человека, открыли в Центре адаптивной физической культуры и спорта «Феникс» в поселке Махсагаллохе. При этом при обустройстве комнаты применялась знаменитая кемпиндяйская соль. Центр «Феникс» в Махсагаллохе начал свою работу в 2020 году. Он ориентирован прежде всего на людей с ограниченными возможностями, предоставляя им все услуги бесплатно. Для жителей поселка услуги оказываются за символическую плату, которая направляется на обслуживание здания и оплату коммунальных расходов. Недавно в центре открылась соляная комната. Это новый и актуальный проект для поселка, особенно учитывая близость цементного производства. В этой комнате воздух насыщен мелкими частицами соли, которые благотворно воздействуют на здоровье при попадании в легкие. Посещение соляной комнаты рекомендовано людям с заболеваниями органов дыхания, а также детям, которые часто болеют ОРВИ в межсезонье. 4-й сеанс прохожу здесь и заметила уже такие разительные улучшения. Отечность лор-органов начала снижаться. Хрипы, кашля, все это стало проходить. Ну и стало как-то легче дышать. И находиться уже на территории, где у нас много цветущего, это природа, да, стало как-то полегче. Потолки, стены, комнаты полностью покрыты солью и не привозной, а якутского производства. Нам предложений много было и с Москвы, и с Новосибирска. Да. Ну, мы, естественно, поддержали кемпиндяйскую соль. Это поддерживаем нашего производителя. И вместе с ними же и выбирали дизайн, так скажем, конкретно показать, что ты побывал в Хангаласском улусе. Кстати, сколько соли было использовано при обустройстве? Больше тонны. Помимо соляной комнаты, в центре также есть парная с бассейном и тренажерный зал. К слову, в прошлом году все оборудование тренажерного зала было обновлено на средства гранта главы республики. Одним из постоянных посетителей тренажерки является ветеран СВО Игорь Марсунов. В зоне спецоперации мужчина получил тяжелое ранение и лишился голени, но благодаря протезу, выданному государством, сейчас он передвигается практически без ограничений. После ранения подлечился в госпитале, приехал в родной поселок Махсагаллох и с этого момента начал заниматься. Ну, здесь все супер, все, как говорится, все есть. Для всех группы мышц есть, гантели, тренажеры, все есть. После СВО Игорь Марсунов начал заниматься стрельбой из лука и недавно стал победителем Кубка защитника Отечества среди участников спецоперации, который прошел в городе Якутске. На днях он собирается лететь в Хабаровск на очередные соревнования, поэтому сейчас у него идет усиленная подготовка. Занятия в тренажерном зале центра «Феникс» являются неотъемлемой частью его тренировочного процесса. Республиканский турнир по масс-рестлингу состоялся в селе Качкадзе. Он был посвящен местному легендарному силачу и богатырю Бестях Бачох.
Якутский богатырь Бестях Бачох, или по-русски пятилетний Бачох, жил 200-250 лет назад на территории современного качкатского наслега. Силач имел небольшой рост, но могучие руки, доходящие до колен. Известно, что он мог запросто играться камнем весом около полутонны, который сейчас заложен в Качекатцах в качестве памятника. Приблизительный портрет богатыря, держащего тот самый камень, сумел написать местный житель Владимир Амосов. Он также хорошо знает историю проведения турнира в честь Бестях Бачох. Турнир-то проводится, не знаю какой раз, но где-то в 94-м или 95-м впервые проводилось в Покровске. Но второй турнир тут в Качкатцах проводился. И почти каждый год был. Ну, потом в связи с пандемией там и всякими передрягами там остался забвение, как говорится. И возобновили вот этот турнир. На нынешний турнир прибыли со всех уголков республики более 70 масс-рестлеров – мужчины, женщины и мужчины-ветераны. Состав участников был впечатляющий. К примеру, среди женщин за главный приз в категории до 65 килограммов приехала бороться двукратная чемпионка мира, победитель Кубка мира, четырехкратная чемпионка России по масс-рестлингу Марина Федоренко. У меня сегодня день рождения, и заодно я решила таким образом его отметить, как встретить единомышленников, пообщаться. Лучшее времяпровождение, по-моему, тем более лето, классная погода, красивая местность. Первыми на помост вышли мужчины. Больше всего спортсменов было представлено в весовых категориях 75 килограмм и 90 килограмм. Острая и зрелищная борьба выдалась у мужчин-ветеранов. Были даже зафиксированы случаи получения травм. Прекрасная половина человечества также продемонстрировала захватывающие поединки с применением атакующей, выжидающей тактики. Турнир по масс-рестлингу завершился на позитивной ноте. Все участники и зрители получили заряд эмоций и адреналина, а победители в весовых категориях дополнительно были награждены денежными сертификатами от организаторов соревнований.